Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Сбербанк начал проводить автоматизированную оценку соискателей при найме консультантов в свои отделения. С помощью искусственного интеллекта банк вычисляет, как скоро тот решит уволиться. Этот подход позволяет кадровым специалистам Госбанка конкретнее принимать решения по найму. Если предыдущий опыт больше был связан со стоячей работой, например, официант, то ниже вероятность увольнения. Если же в маникюрном салоне человек работал, то ему сложнее адаптироваться к работе в отделении в качестве консультанта, и он чаще увольняется. Понятно, что это лишь один фактор, но таких факторов накопилось большое число. И это некая оценка, которая помогает HR принять решение, пояснили в банке. Кредитная организация с помощью искусственного интеллекта анализирует не только резюме соискателей, однако не раскрываются другие параметры, заложенные в систему. Для формирования рекомендаций используется только открытая информация, которую предоставляет кандидат. Резюме и информацию о нем как о клиенте банка, уточнили в Сбербанке. Тем временем Сбербанк анонсировал введение абонентской платы для клиентов взамен процентных комиссий за каждую денежную операцию. Представители банка отметили, что абонентский пакет за фиксированную ежемесячную плату освободит владельцев банковских карт и ценных бумаг от регулярных платежей за каждую транзакцию. Срок действия пакета, по предварительной информации, будет варьироваться от 6 месяцев до 1 года. Неизвестно, когда нововведение будет запущено хотя бы в тестовом виде, но руководство Сбербанка уже пообещало начать двигаться в этом направлении. Женщинам, проживающим и работающим в сельской местности, будет гарантирована сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. При этом оплата будет оставаться такой же, как и при полной рабочей неделе. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме. До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. Нынешний же законопроект о гарантиях для сельчанок был подготовлен совместно с профсоюзами. После принятия закона женщины на селе получат и еще одну гарантию, кроме сокращенного рабочего времени, а именно повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части. Согласно пояснению Кабинета министров, в таких случаях установлено повышение в размере 30%. Закрепление указанных гарантий в кодексе будет способствовать решению социальных задач, в том числе по привлечению и закреплению кадров на селе, отмечают в правительстве России. Роскартография планирует использовать группу беспилотных летательных аппаратов российского производства для аэрофотосъемки малых площадей и труднодоступных мест. Отмечается, что внедрение специализированных беспилотников для проведения аэрофотосъемки на малых площадях и в труднодоступных местах позволит предоставлять потребителям цифровую картографическую продукцию, а также аналитические услуги в самые короткие сроки. В 2019 году в России обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин, фотокамер, а также еще 5 групп изделий легкой промышленности. С 1 января следующего года маркировка станет обязательной для лекарств, а с 1 июня для готовой молочной продукции. Маркировка-код наносится на упаковку товара или его ярлык. По ней можно узнать наименование производителя, дату, время и место выпуска. Система нацелена на исключение контрафактной продукции, однако ее использование вызовет увеличение издержек производителя на закупку оборудования для маркировки, обучение персонала и так далее. По мнению главы республики Айсана Николаева, реализовать эту инициативу в данный момент затруднительно. По его словам, самая главная проблема – это интернет. Не обеспечив доступной связью наших предпринимателей, ставить вопросы о переходе на такие технологии преждевременно. Правительство Якутии будет и дальше работать над тем, чтобы введение части требований было дифференцированным в тех районах, где отсутствует стабильный интернет. Школьники из малообеспеченных семей Якутска смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города с 1 января следующего года. Семья признается малоимущей, если общий средний доход всех лиц, проживающих в ней, включая детей, меньше уровня прожиточного минимума. В настоящее время для малоимущих семей Якутска предусмотрена компенсация оплаты детских учреждений, компенсация школьного питания, оплата проезда, сокращение налога на имущество и уплату транспортного налога, а также льготные зачисления в вузы или другие учебные заведения и другие выплаты и льготы. В конце сентября глава республики Айсан Николаев сообщил, что в 2018 году уровень бедности сократился на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, а к 2024 году стоит задача снизить его в 2 раза. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.